В 2002 году власти страны решили обеспечить город Баткен чистой питьевой водой. За это время прошло 19 лет и уже были завершены 2 международных проекта. А сегодня третий проект идет на стадии строительства, но до сих пор в Баткене нету чистой питьевой воды. В этом журналистском расследовании мы попытаемся объяснить, сколько миллионов ушло для того, чтобы обеспечить город Баткен обычной водой и почему эта проблема до сих пор не решена. Старые, пожелтевшие от времени и солнца пластиковые бутылки. Это вся надежда пенсионерки Кимии Сейтовой. В них она каждые 2 дня набирает воду, которую подают в ее дом пару часов в сутки. За это время она должна успеть набрать воду не только для питья, но и полить свой огород, постирать грязные вещи. В остальное же время воды в ее доме, как и во всем Баткене, просто нет. Мана мен 4 нейременен жашаймын. Күн алы суу келет. Кир жууйбуз, ичебиз. Bir gün kese bir gün kebeydi. Şöyle balдар. Енді қинал аузамда. Анан кечесіге bir haftada 2-3 marta su келет. Тегінге қоябыз. Анан қолы да барлар, енді кичине ауыз қылып алған. Бізге оқшаған, енді қолымызда жоқ, тура сіле бакалашкалар жерге құйып толтырып алабыз. Так и живет весь административный центр самой молодой области страны, город Баткен, с помощью баклажек или же самодельных резервуаров. Су мәселесі қаралып айтады, су шығар элек. Таза су қазы негіз турбалары жатқырып қойған, арқылы өлі. Бирок шығар элек. Су бар ма? Су шықпады, конечно. Баткен уже көл байлануда су керек те, таза су ғой. Таза су обязательно керек те. Аз бар су? Мазыр кейде шығады, кейде шықпайды. Үйіңізде су шығады, су мәселесі қандай Баткенде? Үйімде шықпайды, үйімнен алда жолда шығады. Бирок өтө начар да. Bir gün çıkpa saatı menen çıgat. 2 saat, 3 saat, bir ayda bir ele saat çıkıp komşular менен талашабыз. Но то, что соседи в очереди за водой ругаются друг с другом, это лишь часть проблемы. Еще страшнее это болезни, которые возникают из-за низкого качества воды. По данным Национального статистического комитета, число заболеваний острыми кишечными инфекциями, такими как болезни энтеровирусных инфекций или же гепатит А, в Баткене бьет все рекорды. Учитывая, что население Баткенской области намного меньше, чем в других регионах страны, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями здесь высокие, главной причиной которых медики видят в низком качестве питьевой воды. Так, в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах число зафиксированных случаев острыми кишечными инфекциями варьировалось в пределах 3500 человек. Хотя за это же время в Таласской области страны с таким же числом населения число заболевших не превышал 1000 человек в год. Ситуация изменилась только в 2020 году. Нет, вода чистой не стала. Появились вакцины. Мына 2020 жылы январдан баштап биз ушул үчөткөк оорусуна каршы да эмдөө жүргүзө баштадык да. Мына ушул эмдөө жүргүзгөндөн кийин балдардын арасында үчөткөк оорусу азайды. Ал эми буга чейин бизде ушул май айынан баштап июнь, июль, август, сентябрь айларында аябай үчөткөктүн саны көбөйүп, ушул кээде 80-90го чейин чыккан убакыттарда болуп, кээде биз башка ошо областной больницадагы башка бөлүмдөрдү, баягы оорулар азыраак болгон бөлүмдөрдү, гинекология, травматология бөлүмдөрүн жаап, убактынча жаап, ал жерге ошо үчөткөк оорусу менен келген ооруларды жаткызып жүргөнбүз да. Бул жерде айрыкча көбүнчө жаш балдардын и ошол эле мезгилде алар менен чоңдордун ичинде дагы ооруган адамдардын немеси, ооруган учурлар катталып келген да. Теперь давайте расскажем поподробнее, почему в городе Баткен чистой питьевой, отвечающей всем нормам воды, практически нет. Для этого мы углубимся в историю. Первая система водоснабжения в городе Баткен появилась сразу после установления советской власти. С 1934 года, с момента образования села Баткен, по 70-е годы прошлого столетия общая протяженность водопроводной сети увеличивалась параллельно с увеличением населения тогда еще села Баткен и достигла почти
30 километров. И немаловажный пункт. Самая первая система водоснабжения села Баткен была кольцевая, то есть не имела тупиковых ответвлений, все участки системы были соединены друг с другом и замкнуты между собой. В 1987 году власти страны Советов решили увеличить сеть, и для этого было выделено рекордные для того времени средства – 3 миллиона рублей. На эти деньги должны были быть проложены 43 километра труб и построено 250 колодцев. Кстати, за приблизительно такую же сумму в свое время обошлось строительство Торткульского водохранилища. Но Советский Союз рухнул, многие специалисты уехали, и все работы, даже если и были завершены, то не полностью. После вторжения в страну банд международных террористов в 2000 году село Баткен приобрел статус города, а сам населенный пункт стал главным городом одноименной области. Город начал расти, население увеличивалось и стало необходимым создавать новые коммуникации, первоочередным делом которого стало обеспечение чистой питьевой водой. Это уникальный документ, датированный 2004 годом. Проектно-сметная документация системы сельского водоснабжения Баткен. Это одно из 3 подобных документов, сохранившихся по сей день. Остальные бумаги просто не могут найти. Эта книга у нас, она сейчас проект системы сельского водоснабжения города Баткен. Это одна из книг, которая была составлена при проектировании водовода Сарыташ-Баткен. В какие годы? По-моему, это 2006-2007 год. Это АБРовский проект. Так что же было запланировано построить на деньги Азиатского банка развития? Согласно этому проекту, сумма которого составила 54 миллиона сомов, должен был быть построен водовод протяженностью 27 километров, с помощью которого из местечка Сарыташ в город Баткен должна была поступать вода, и 35 километров внутренних линий в самом городе Баткен. Но если честно признаться, этот проект работает, действительно работает, но частично. Полностью он не работает. То есть в рамках этого проекта был построен водовод из Сарыташ до Баткена. Вот этот водовод, он работает. А то, что по городу Баткен распределение, это уже не работает. Не работает, по словам специалистов, по 2 простым причинам. Во-первых, срок годности асбестовых труб давно истек, и они пришли в негодность. Во-вторых, в 2002-2006 годах, когда и был реализован проект АБР, была сплошная коррупция. О том, что огромные на тот момент деньги, выделенные в рамках проекта Тазасу, одним из доноров которых и был Азиатский банк развития, были просто разбазарены, в своем отчете о праве граждан на чистую питьевую воду отмечает омбудсмен страны. Без детальных и тщательных изучений и обследований принимались решения по строительству отдельных подпроектов, результаты которых привели в конечном итоге к неэффективному использованию кредитных средств. Также из информации, предоставленной со стороны Счетной палаты Кыргызской Республики, можно сделать вывод, что имелись факты, когда проектные решения принимались без соответствующих технических изысканий и обоснований, что также приводило к негативным последствиям. В 2013 году его работа была приостановлена. Одна из основных организаций доноров, Азиатский банк развития, заморозил финансовую помощь. Основной причиной приостановления финансирования явилось заключение Офиса добросовестности и борьбы с коррупцией АБР о серьезных нарушениях в процессе закупок, проблемах несоответствия качества строительных работ и оборудования требуемым критериям, а также финансового управления проекта. Естественно, біз құрып атқан учурда ошол мезгилде бизде строительный материал кеңири болгон эмес биздин Кыргызстанда. Водопровод кура турган материалдар жок болгон. Эми ар түрдүү чоңдор ишке аралашып, биздин правительство аралашканбы, бизнесмендер аралашканбы, ар ким ар жактан буу труба таап келип туруп киргизишке, сатышка аракет кылган. Берки фасон ичесеп коебуз, ошолорду алып келип эме кылган. Ар ким өзүнүн тааныштарына ар кимге тартып, ар түрдүү бааларды киргизе бергенин себебинен деп ойлойм да. Абдихалил Мадимаров – один из известных инженеров-гидротехников страны, сам житель города Баткен. Говорит, что из-за халатности и алчности не только местных властей, но и чиновников из Бишкека проекта АБР, в котором было потрачено 54 миллиона сомов, проблему обеспечения чистой питьевой водой не решил, а те, кто занимался поставками строительных материалов или же строительством, давно канули в лету, или же просто их уже в живых нет.
Еще одна причина, от последствий которой до сих пор страдает 30-тысячное население города Баткен, это обычная некомпетентность. Объясним. При реализации проекта Азиатского банка развития новая система водоснабжения была просто подключена к старой системе. И все. А старая система, как и оставалась аварийной, так и остается и по сей день. 35 километр жаңы койгону менен наркы 70 километр эски линия бар да, тешик. Ошого эле кошулуп калат да, бул да эффект бербей калып атат да. Алтын ойлоса болбой эле, мына болот. Муну ойлогондо баягы детальный изучение кылып туруп детальный проектирование болгон эмес да. Кадрлар у жерде отурган баягы партийный функционер бывший. Эми иштеп аткандарды мен билем да, кимдер келип иштеди бу жердин проектинде. Бу жердин проектинде иштеди мурдакы союздун ичинде иштегендер иштеди. Анан бу жакшы төлөйт экен деп башка эле системада иштегендер тааныш билиштер менен келип отуруп алды. Фамилиялары эсиңизде бар? Фамилияларын эсимде жокчу. Айта албайт экенмин. Вторая попытка обеспечить чистой питьевой водой предпринималась в 2013-2015 годах, но уже по линии АРИС. Тогда было выделено 42 миллиона сомов. На эти деньги планировалось построить 20 километров водопроводной линии. Баткенден өсүп кетти да, чоңоюп, өсүп кеткенде бир четине водопровод курушту, где-то 20 километр менен 30 километрдин ортосунда жаңы айылдарга, айылдын жаңы өскөн жактарына. Бирок булардын да каталыгы көчөлөргө колонканы коюп туруп, баягы эле иштебей жаткан тешик системага дагы кошуп коюшту да. Одним из подрядчиков тогда выступала ОСО «Югстройсервис». Согласно открытым источникам, данная организация зарегистрирована в Аше и прошла перерегистрацию в 2010 году. Основным видом ее деятельности, согласно Минюсту, остается деятельность коммерческих, предпринимательских, общественных организаций. А вот согласно данным открытого бюджета, в 2014 году с января по октябрь месяц на ее счет поступило 6 денежных переводов из государственного бюджета на общую сумму в 1 миллион 173 тысячи 64 сома. Все эти 6 траншей были направлены на реабилитацию водоснабжения города Баткен. Теперь еще один интересный момент. Во всех предыдущих проектах по водоснабжению города Баткен, как оказалось, не соблюдался самый главный принцип строительства подобных систем – принцип кольцевания. Из-за того, что в придачу старой еще советской системы накладывалась нагрузка новыми линиями водопровода, вода просто уходит в никуда. Вообще, по идее, знаете, должно быть кольцевое водоподача. Понимаете, что такое кольцевая водоподача? Мы воду отпускаем, кольцо, и вода из этого кольца не должна выйти. То есть там в этом кольце должно быть или 20 улиц, или 50 улиц. У нас этого замыкания нету, во-первых. У вас как, замкнутости нет. Как расческа. То есть линии идут, Опа. не смыкаются. Да. Есть где смыкается, есть где не смыкается. И вы представляете, что такое паутина? Наша сеть вот такая вот. В процессе эксплуатации из одной улицы взяли, в другую перекидывали, потом с третьей улицы на пятую перекидывали, понимаете? Сейчас такой единой целой системы нету у нас. Закрывает одну задвижку, по идее она должна закрывать 3 улицы, например. Она только одну закрывает, потому что 2 улицы еще подпитку получают и с другой стороны. Вот это кольцевое нарушено. Если обобщить все это дело, весь наш разговор, в 2008 году по проекту Азиатского банка развития, вот этот, я читал просто, система должна была быть кольцевая. Да. Но из-за того, что по некоторым причинам Ну, я понял вопрос. ну, из-за того, что, как всегда, то ли деньги съели, то ли неправильно все это рассчитали, система осталась не кольцевой. Да, Она сейчас как расческа, как грабли. да. И поэтому под пенью воды практически нет. Ну, я не думаю, что это только в Баткене, у нас, по-моему, в других местах тоже так же получается. Сегодня в Баткене идет реализация уже 3-го проекта, теперь уже по линии Европейского банка развития и реконструкции. На этот раз, чтобы решить проблему чистой питьевой воды, выделено рекордные 4 миллиона евро.
В него входит кредит Европейского банка развития и реконструкции на сумму до 1,5 миллиона евро и инвестиционные субсидии многостороннего донорского специального фонда акционеров в размере 2,5 миллиона евро. Как завершится на этот раз проект по обеспечению чистой питьевой водой, пока неизвестно. Работы еще не закончены и что-либо говорить пока рано. Но факт, что в течение почти 20 лет, чтобы обеспечить водой скромный и маленький город Баткен с его почти 30-тысячным населением набрали кредитов почти в 500 миллиарда сомов, остается фактом. Не говоря уже о некомпетентности специалистов и алчности чиновников, с легкой руки которых расцветает коррупция, а народ остается один на один со своими проблемами или же с пустыми пластиковыми бутылками. Хотя до 2018 года по фактам нецелевого использования денежных средств возбуждено 26 уголовных дел, из них 19 по окончании следствия направлено в суд, по которым судами вынесены соответствующие судебные акты, а сумма ущерба по уголовным делам, возмещенного в доход государства, составила всего лишь чуть больше 6 миллионов сомов.